Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Друзья, у меня часто спрашивают, что с моими Сберкартами. Отвечаю еще и еще. Они заблокированы аж на 5 лет. Эти карты помогали спасать и содержать животных. Но вы видите, что происходит вокруг с этими животными, их истребляют. Поэтому блокировка карт– это звенья одной цепи. Волонтеры как кость в горле. Но я не могу оставить спасенных без средств к существованию. И поэтому у меня две карты. Одна из них новая, тоже Сбер, но на мою помощницу Яковлеву Наталью. Обратите, пожалуйста, на это внимание. А также карта Тинькофф банка на мое имя. Друзья, у нас прошло 3 фотосессии. Мы очень старались и отфотографировали собак, спасенных с декабря. Ссылки на эти фото мы размещаем под роликом. Вы можете зайти на эти ссылки и посмотреть. Если вы выберете себе какую-либо собаку, сделайте скрин с фотографией и позвоните мне на WhatsApp или напишите. Мы с вами обсудим все подробности по выбранной вами собаке. Теперь о прилете Спаниельки, которая оказалась в ППЖ. Забрали мы ее, обследовали и лечили в Якутске до вылета в Москву. И сердце у нее бьется с остановками, и печень надо поддержать препаратами, и вся простуженная. И видно, хоть и породистый песик, но никогда его не любили, никогда не лечил его бывший хозяин. Спаниельку отозвалась взять семья в Москве. У них уже живут 2 возрастные спаниельки. И вот к ним прилетел наш спаниель якутский. Дай бог, что смогут поправить здоровье, и он сможет пожить в любви и заботе человеческих рук. Спасибо всем, кто помог. Помог на лечение, помог на перелет этому ребенку. Не хочешь ты? Молодец. Пей, не бойся. Не бойся. Собачку сдал. Собачка остается здесь за старшего. Да. Все. За младшую будет. За младшую? У нас 2 девицы по 15 лет. Все, лекарство отдал тоже с Да, документами. смотри, Лёш, конечно, тут Да, колпачки тут будем, понятно, это да Наташа ладно. вызывать. Вот тут. Да это что, 5-минутное дело. Конечно. Собачка добрая, хорошенькая, ласковая. Ласковая собака. Ну, пойдем Ласковая. пописаем, а потом пойдем есть. А вот только что и пописывала пока. Ну, Да всё равно пройдите. пройдётесь. Да, пройдите. Чуть-чуть пройдемся. Спасибо. Давайте, Спасибо. удачи вам. И вам. Спасибо, всего доброго. Все, давай. Друзья, теперь вкратце об одной проблемной собаке Шелте. Живет она у меня на передержке 3 года. Ее проблема состоит в массе фобий. Она боится всего – ветра, дождя, шороха, не говоря уже о выстрелах, сигнализациях и гуле самолета. Как это проявляется? Она сразу несется, куда глаза глядят, сметая все на своем пути. Заборы, дороги, люди, этажи для нее не препятствия. Вот вследствие такой проблемы, испытывая страх от какого-то салюта, она вышибла решетку на окне и выпрыгнула, сломав ногу со 2-го этажа. Была операция, потом индивидуальная передержка задорого. Очень рассчитывала, что, живя в квартире и выгуливаясь на поводке, она социализируется. Но, увы. Да, она хорошо с человеком и собаками, добрая, ласковая, но фобии в ней не ушли. Страхом пронизана она вся. Больше держать ее на дорогой квартирной передержке я не могу. Буду перевозить тоже на хорошую, но подальше от Москвы. А пока она в Москве, решила, что надо удалить ту пластину, которую ей ставили осенью при переломе. И она ее беспокоит. Она ее зализывает и ноет. Поэтому срочно прооперировали, чтобы ввести на другую передержку, так как долг за передержку квартирную тоже растет. В последующем я покажу вам, когда она обустроится на новой передержке. Друзья, я утопаю в долгах и, честно скажу, не знаю, на что рассчитываю. К блокировке карт я не была готова.
Действующие две карты указаны в конце ролика, но не все видят. Пожалуйста, обратите внимание. Друзья, уже так годами повелось, что я редко озвучиваю проблемы стерилизации. А почему редко? Потому что плохо и неохотно помогают на эту статью расходов. И проблема остается нерешенной или откладывается на потом. Мы стерилизуем не по одной собаке, по одной невыгодно для волонтера, поэтому хотя бы по 3. Стерилизация в клинике – это очень дорого, 10-15 тысяч, поэтому вызываем на дом это 6-7 тысяч. Также не все понимают срочную необходимость этой операции. У нас многонаселенные передержки, и нестерилизованные собаки ведут себя не лучшим образом, и если начинается доминирование одних над другими, и это массово, то неизбежны драки с разными исходами. А лечение и зашивание собак пострадавших тоже стоит денег. Так лучше раз и навсегда стерилизовать собак, чем видеть их разборки и увечья. Вот недавно срочным порядком стерилизовали еще 10 собак за 3 дня и остались должны в оплате за операции. Но у нас еще остаются нестерилизованные, и пока не оплатим долг за одних, операции приостановлены. Друзья, нам нужна помощь. Очень нужна помощь на стерилизации и кастрации собак. И вот как пример могу показать результат самых легких разборок. Вот так оторвана губа или щека. Это как пример, почему собаки обязаны быть стерилизованы. И нет столько рабочих рук, чтобы над каждой собакой стоял человек, который бы успел разнять ежеминутно в любом конце участка, успел бы доскочить. И еще раз повторюсь, нам очень нужна помощь на стерилизации, чтобы закрыть эту тему. Пожалуйста, друзья, помогите. Пожалуйста. У меня часто спрашивают, что с моими Сберкартами. Отвечаю еще и еще. Они заблокированы аж на 5 лет. Эти карты помогали спасать и содержать животных. Но я не могу оставить спасенных без средств к существованию. И поэтому у меня 2 карты. Одна из них новая, тоже Сбер, но на мою помощницу Яковлеву Наталью. Обратите, пожалуйста, на это внимание.